Салям алейкум, дорогие телезрители. Сегодня, как всегда, вечером в среду на телеканале АТР в прямом эфире программа «Крымский вопрос». Наш сегодняшний гость это очень интересный человек, и я бы даже сказал, что это идеальный собеседник для нашей программы, потому что Николай Полозов, адвокат, является адвокатом Надежды Савченко и Ахтема Чийгоза. Салям алейкум, Николай. Здравствуй. Недавно Николай был в Крыму. Что за суд был, на котором ты присутствовал? Ну, это продолжение дела 26 февраля. Само по себе судебное следствие внезапно остановилось в какой-то момент, и суд решил вернуть дело прокурору для устранения якобы каких-то недостатков. В числе недостатков почему-то превалирует сторона обвинения. Необходимо увеличить количество потерпевших, необходимо установить точно причиненный им вред. То есть суд требует у обвинения большее количество предъявить потерпевших? А там разница есть между теми потерпевшими, которые в материалах дела, и теми, которые в обвинительном заключении. То есть они просто не очень аккуратно сшитое дело? Да, так, да. И надо подшить, пролистать, чтобы надо все подшить, совпадало. да. И, собственно, Поклонская подала представление, то есть жалобу прокуроров на это решение, ну, по всей видимости, для того, чтобы показать, что суд и прокуратура в Крыму независимы друг от друга, что, на мой взгляд, является бредом абсолютным, они все дирижируются из Кремля. Мы подали свою жалобу, мы считаем, что, конечно, если дело невозможно прекратить, да, по крайней мере, давайте четко устанавливайте, в чем конкретно виноват Чийгоз, остальные. По существу рассмотрения дела не было. Это было связано с тем, что мера пресечения у Чийгоза была до 8 марта, а заседание 11. То есть фактически это ты писал, кажется, в Facebook, что он 10 дней находился, или сколько, 3 дня он находился в состоянии, когда он должен был быть на свободе, согласно судебному решению. Да. И одна из судей Верховного суда Крыма, фамилия Редько, взяла и во внесудебном порядке, в нарушении процедуры не только установленной в России, но и предусмотренной 5-й статьей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, взяла и сама вот единолично продлила меру пресечения без участия самого Чийгоза, без участия остальных, Дидерменджи и Асанова. Но это обязательный вызов, их обязательный привоз в суд, процедуры есть какие-то, да? Адвокат. Мало того, есть исключение в российском УПК, если человек объявлен в международный розыск. Ну вот нет его, да? Но даже в таком случае суд проводит заседание, вызывает адвоката, и в отсутствие самого подсудимого проводит судебное заседание. Вот ты присутствуешь на суде над Савченко постоянно и на суде над Чийгозом и другими нашими крымско-татарскими узниками. А насколько это похоже на суд, как он должен быть, и чем дальше, тем он меньше похож на суд или больше похож на суд? Они все-таки соблюдают какие-то процедуры. Вот как твое наблюдение как адвоката? Ну, понимаешь, здесь важна не соблюдение процедур, не какие-то внешние атрибуты, там, судья в мантии или не в мантии. Нет, но они принимают, допустим, ходатайство или не принимают, или что? Я исхожу, вот я вижу в политических делах, в принципе, отсутствие суда как института власти, как ветви власти. Да, суд спаян с исполнительной властью, ну, конкретно с решениями, принимаемыми в Кремле. И, по сути, это такие марионетки, которые вот надевают в кукольном театре на руку, они что-то говорят. Хорошо, по-другому сформулируем. Понятно, что политические решения, где принимаются, они хорошо играют свою роль, они стараются играть свою роль, или это халтура такая откровенная, это твой адвокатский взгляд? Но в деле Савченко судьи все-таки пытаются изображать, причем таких добреньких, при этом они жестко не принимали никаких доказательств ее невиновности, то есть в этом моменте они проявляли завидную принципиальность. Что касается дела 26 февраля, то здесь есть нюанс. В отличие от других судей в России, да, ну, будем называть их судьи в России, да, в том числе и на оккупированных территориях, поскольку они назначены указом Путина. Но это российский суд в любом случае. Это российский суд, да. У них есть личный мотив, личная заинтересованность. Если везде в России судьи просто шестеренки в этом механизме, да, то здесь-то они все граждане Украины. То есть ты хочешь сказать, что им надо доказать свою лояльность? Им надо доказать, что они чистенькие россияне, новые россияне, что они ничем не хуже их коллег из Ростовской или там какой-нибудь Белгородской области. А может области. даже еще и лучше, потому что там же в Крыму истории-то мы слышим постоянно, что метод выдавливания там применяется в кадровой политике, то есть приезжают из Москвы, прикомандированные из других городов, а местных, вот, которые, так сказать, изменили присяги, их отодвигают. Замещают. Да. А этим судом полностью занимаются те люди, которые перешли из украинской судебной системы. Вот все судьи, которые были в апелляционном суде Автономной Республики Крым,
да, вот это здание стало зданием Верховного суда Республики Крым, и все судьи, которые там были, они остались в том же абсолютно составе, а судьями стали Российской Федерации. Причем у многих из них украинское гражданство, от которого не отказывались, а по закону о статусе судей Российской Федерации у судьи не может быть два гражданства. То есть заведомо все решения, которые они принимаются, они незаконны в силу того, что их статус Слушайте, а незаконный. вы вот так, ну не знаю, ради адвокатского форсу, что ли, не пытались в суде спрашивать, а вы граждане Украины, как вы судите? Вы же не имеете Ну права вот судить. на последнем своем судебном заседании я поднимал вопрос конкретно о судье Редько, которая выносила вот То эти есть ты незаконные спрашивал, являетесь решения. вы гражданином Украины? Да. И что? В ответ такой потупленный взор, молчание, а судьи начинают сразу в визг переходить. Зачем вы переходите на политику? Я говорю, я даже еще не начинал, подождите. Не, ну это вопрос права. Если российские законы, сами российские законы запрещают им двойное гражданство для судей, это вопрос правовой. Какой политики? Безусловно, но в России в тех вещах, где присутствует политика, правовое поле деформировано до степени неузнаваемости. Ну, то есть это совсем как фарс выглядит. Просто никто же не смотрит полностью эти заседания. Все смотрят куски какие-то, да? Ну, ты там присутствуешь все время. Да. Вот как это можно, с чем можно сравнить? Это какие-то тройки сталинские, это процесс 30-х годов, который ты наверняка изучал и смотрел какую-то хронику. На что это? Или совсем уже какой-то гибридный фарс? Что это такое? Нет, есть элементы и сталинских троек, есть элементы судов нацистской Германии. В принципе, это закономерно для авторитарных систем. То есть там, где есть в авторитарной системе интерес власти, там нет никакого правосудия. И как в деле и Савченко, и в деле Чайгоза, в любой нормальной стране, в любом нормальном суде это моментально рассыпалось бы все в первом же заседании. Давай вернемся с того, с чего я хотел начать, с темы Савченко. Потому что сегодня новость главная дня — это то, что Барак Обама позвонил Путину и лично потребовал освобождения украинской летчицы из тюрьмы российской. Это, конечно, немножко уже изменившаяся ситуация. Твой прогноз, что будет дальше и с судом, вернее, с темой освобождения, и со здоровьем Надежды, в каком она сейчас состоянии? Ну, давай начну со здоровья. Я ее видел позавчера. По счастью, она все-таки прекратила эту сухую голодовку. Она продолжает находиться на голодовке с водой. Уже 3 месяца Ну, сегодня. смеси она хотя бы есть какие-то? Она употребляет такие специальные смеси из аминокислот, витаминов, то, что позволяет выпадающие эти элементы все-таки восполнять. Надо сказать, что выглядит она лучше, чем это было неделю назад, когда это была голодовка и так далее. Но к ней не допускают украинских врачей, они были вынуждены уехать. То есть лучше ты на взгляд свой говоришь? Безусловно, я не медик. Да. С ее слов она чувствует себя лучше, но в подобных случаях необходимо проводить исследования внутренних органов, комплексное медицинское обследование. Ничего этого нет. Ни УЗИ, ни томографии, Ничего. А она проявила такую жесткую принципиальность, она не допускает к себе российских врачей. Она говорит, вот окей, температуру, давление я разрешаю мерить, а дальше не. Вот. Теперь, что касается непосредственно процесса. Ну, у нас в понедельник и вторник, 21-22 марта, ожидается вынесение приговора. Если не перенесут опять. Ну, если не будет чего-то экстраординарного. Но судя по звонку Обамы, наверное, все-таки будет приговор. Скорее всего. Причем приговор будет вноситься 2 дня. То есть они все подробно опишут. Они прочитают все тома. Сколько томов Наконец-то. обвинений? На момент поступления дела в суд было 40 томов. Плюс еще те тома, которые в ходе судебного следствия восполнились доказательствами, которые нам все-таки удалось протащить в этот суд. Теми бумагами, которые выносил суд, ну, на текущий момент это 42 тома. Они будут зачитывать полностью все или только обвинительное заключение? Будут зачитывать приговор. Вот. По сути, как показывает практика в подобных политических делах, туда просто Цитируется, копируется обвинительное заключение и добавляются какие-то детали, которые были услышаны в ходе судебного следствия. Но по твоему опыту это 2 дня, да? Ну, суд объявил 2 дня. То есть я думаю, что даже если они в первый день прочитают мотивировочную часть, да, они все равно оставят вот такую вишенку на торте, резолютивку, даты, то есть сроки, которые они выносят на 2-й день. Ну и я понимаю, что это не букмекерская контора, какой вероятный твой прогноз? Прокуратура запросила 23 года. Я думаю, что диапазон, максимальный срок 25, который ей грозит. Да? То есть диапазон где-то вот... 20 до 25? Где-то так. И приговор будет за что основной? Как формулируется? Она обвиняется в 3 составах. Первое – это соучастие в убийстве 2 и более лиц. Это журналисты имеется в виду. Корнелюк и Волошин.
второе – это покушение на убийство в отношении журналиста Денисова. Еще фигурировало 6 граждан Украины, беженцев, на которых она якобы покушалась. Они остались живы, они выступали потерпевшими в процессе. Но в прениях прокуроры сказали, ну, знаете, нет, мы не будем их засчитывать, потому что по российским законам, мы говорили весь суд об этом, невозможно привлечь гражданина Украины, если он совершил преступление в отношении гражданина Украины на территории Украины. Да, то есть все-таки этого не стали делать. Да, они не стали. И третье обвинение – это незаконное пересечение государственной границы. Якобы вот она сама перешла, а не ее со связанными руками, с замотанной с мешком на голове вывозили бывшие сотрудники администрации президента. На секундочку. Некий Павел Карпов, который работал в команде Суркова в свое время, она его опознала. Ну, вот, судя по всему, это был план некой пиар-операции. То есть это должно было стать показательным процессом, но в пользу российской власти. Конечно. А почему получилось-то наоборот все? А вот тут Путин, что называется, переиграл сам себя. Он недооценил стойкость украинской женщины, стойкость Надежды Савченко. Расчет был простой. Мы слышали все прослушки. Их суд не дал приобщить, но, по крайней мере, мы их озвучили. Прослушки, которые были через несколько часов после ее взятия в плен, через несколько дней после ее взятия в плен. Там разговаривает вот этот вот самый Павел Карпов с Болотовым, Плотницкий с Болотовым разговаривает, и они обсуждают, а вот эта вот снайперша, вертолетчица, кто она у вас там, ею интересуется бабушка. Бабушка на жаргоне — это ФСБ. Задумка простая, как божий день. Взять вот эту вот бабу, как они называют. Слабое звено, наверное. Да, слабое звено. Да. Мы ее возьмем, мы ее промнем. Да, она будет в слезах... Рассказывать все, просить пощады, рассказывать, признаваться. И все это мы по телевизору будем показывать. И мы будем показывать крупным планом. Да, именно так. И вот в этом моменте они проиграли. Это мягко сказать, что проиграли. Ну, мы все-таки в эфире. Вот. Они, безусловно, не ожидали, что она проявит вот такую стойкость, она проявит такое мужество. Да? Они недооценили, собственно, вся эта история, это, скажем так, недооцененность со стороны имперского мышления Кремля, да, что такое Украина и что такое люди, которые здесь живут. Это же и на Майдане тогда было. Ведь они считали, что сначала, что Майдан разойдется, потом, что Майдан замерзнет и так далее. И вот эти ошибки, эти грабли, им все усеяно. Они недооценивали крымских татар, а мы сейчас их там приручим, запугаем, там, Меджлис какой-то там, сейчас мы договоримся, из Татарстану кинем там бублики, деньги какие-то, да, скажем, что это один народ, там, и они будут петь под одну дудку и все. Савченко, видимо, такая же самая история. Абсолютно. И вот это, как бы люди судят по себе, в широком смысле слова, и вот из-за этого получается такая коллизия, что они получили проблемы. Я думаю, что если бы они захватили там и мужчин много, да, они бы таких проблем не имели, потому что она еще и женщина, и это умножает такой эффект. И я не знаю, как твое мнение, может быть, ты знаешь, эти вот герои, которые этот сюжет расписывали с Надеждой Савченко, они там не понижены в должности нигде, там не уволены? Выговор есть какой-нибудь? Ну, мне Кремль не докладывает. Вот. Я думаю, что головы летели. Совершенно очевидно, что такой просчет, который допустили спецслужбы России, не остался без соответствующих кадровых решений. Но, опять же, Надежда Савченко – это просто яркий пример того, что ФСБ не всесильна. И в какой-то момент, в самой узкой точке, она упирается вот во внутренний стержень самой Надежды. Расскажи нам про Надю. Вот просто я специально вот телезрителям скажу, что я до передачи вот специально не разговаривал с Колей, потому что я точно так же хочу узнавать от него, как и вы узнаете сейчас какие-то вещи. И для меня, вот как даже для человека, не столько для журналиста, мне интересно, какова личность Надежды. Вот ты же, считаю, самый близкий знакомый теперь, да? Вот на протяжении скольких лет уже? Почти 2. Почти 2 лет. Потому что не пускают родственников, ну и так далее, никого. По сути дела, вы люди, которые, вы 3 адвоката, и ты, как, наверное, наиболее часто к ней ходящий, видишь ее чаще всего. Расскажи просто о ней, вот как бы ты описал ее личность? Ну, она, конечно, личность исключительная. Ну, достаточно сказать о том, что это единственная женщина в Украине, которая в армии смогла добиться поступления в летное Ей училище. мешали же, не принимали. Не принимали. Она добилась встречи с министром обороны. Да? Она единственная женщина, которая воевала в Ираке, да, в составе миротворческого контингента ООН. То есть я могу сказать, что личность она абсолютно незаурядная. Но это изначально было понятно, да. Что касается российской тюрьмы и ее нахождения там, она, конечно же, головная боль для всех. Для тюремщиков. А что с тюремщиками?
Ну, она просто такой человек, у которого есть свое мнение. И это мнение даже бульдозером сдвинуть абсолютно невозможно. Вот, например, мы много раз просили ее прекратить просто голодовку. Когда она объявила сухую голодовку, мы ее умоляли, упрашивали это сделать. Она не пошла. Сейчас она в последнем слове заявила, что после вступления приговора в силу она вновь объявит сухую голодовку. И в последний раз, когда я ее позавчера видел, она мне сказала: я написала начальнику СИЗО заявление, чтобы не было никаких инсинуаций, чтобы они вынесли все предметы, которые есть из камеры, и заклепали трубы. Чтобы не сказали, что как-то еду можно было доставить. То есть для российских тюремщиков, ну, это просто совершенно такой опасный человек, я бы сказал. Вот. Поэтому сама Надежда, она проблемный человек, как раз Для адвокатов тоже. в том числе. Но мы говорим, надо обжаловать, надо делать то, надо делать так. Правильно так? Она говорит, нет. Вот я решила, будет по-другому. И, конечно же, я могу сказать, что это один из самых тяжелых моих подзащитных, которые в моей практике были. Но, с другой стороны, именно вот это упорство, именно вот эта стойкость и позволит ей выйти в конечном итоге. Теперь хотел бы спросить, вернуться в Крым, к крымско-татарским узникам, к Ахтему Чийгозу. Когда ты видел их последний раз? 26-го, да, как раз? Последний раз вот у нас было заседание, буквально на... Не 26-го, это дело 26-го, я имею в виду, вот как это На прошлой неделе. На прошлой неделе, На прошлой да? неделе у нас было заседание. Ну, конечно, им тяжело. Совершенно очевидно. Вот как их содержат, расскажи. Что про них можно сказать, про условия содержания, про их настроение и так далее? Ну, представь, на весь Крым один изолятор. Переполненный, естественно. Переполненный, абсолютно. Выглядит он совершенно ужасно. Даже по российским меркам я был в изоляторах в разных В частях Бутырке России. ты был? Я постоянно туда Ну хожу. и как по сравнению с Бутыркой? В сравнении с Бутыркой, ну, Бутырка, скажем так, санаторий. По сравнению с тем, что в Крыму. Да. К сожалению, я не говорю о бытовых условиях даже. Да, а просто перенаселенность, давление, да, потому что тюремщикам что же надо выслуживаться. И мне Ахтем говорил, что в первые месяцы нахождения его там оказывалось очень серьезное давление. То есть вплоть до того, что были все основания опасаться за свою жизнь. И надо сказать, что многие люди там внутри тюрьмы, да, находящиеся примерно в том же положении, что и он, помогали ему. Как? И морально, и даже не морально. То есть предпринимая определенные действия. Защищая его. Защищая его, да. При том, что это не крымские татары этнические, это там, русские, украинцы и так далее. Поэтому все понимают, за что он там сидит, по каким основаниям, кто его туда посадил. И, конечно, ему, как человеку свободолюбивому, находиться вот в этих стенах крайне тяжело. Но у него характер такой очень мужественный. Характер мужественный. Характер... Сломать ему за этот год не удалось. Вот. Я думаю, что не удастся и далее. Но вместе с тем надо понимать, что если то давление, которое оказывается в целом на народ, да, оно, на мой взгляд, гигантское. Со сталинских времен не было такого, чтобы вот так давили. Да? А в тюрьме это все удестеряется в 100 раз, да, то есть на порядке гораздо выше. Что о других ребятах скажешь? Они же все отдельно сидят. Они сидят все отдельно, но я могу сказать, что они держатся. Они держатся, и это делает им честь. Они молодцы. Понятно, что они попали, что называется, в замес. Да? То есть вот брали, этого возьмем, этого возьмем. Преступлений нет, понятно, Да нет, что они, да. конечно, никакого преступления. Но, понимаете, как можно судить людей по этническому признаку? Все потерпевшие – это русскоязычные. Да? Все преступники, в кавычках. Все преступники – это крымские татары. Но это мы опять-таки возвращаемся к каким-то стандартам нацистской Германии. Главное, мы все видели этот митинг прекрасно. Мы видели эти две людские таких толпы, да? Мы видели, как они были разделены. Мы видели роли лидеров там и там, да? И даже в тот вечер, как после этого митинга, когда было принято решение разойтись и тем, тот же самый Аксенов не говорил никаких претензий, не то что крымским татарам. В интервью знаменитым, да? Он, наоборот, говорил, что мы вместе предотвратили, ну, так как огромное количество людей предотвратили какие-то там жертвы, столкновения. Да, и так были далее. провокаторы с обеих сторон. Вы вызывали Аксенова в суд? Аксенов заявлен в качестве свидетеля, но суд-то сейчас завершился, скажем так, приостановился, еще не успев толком начаться. Но по идее-то он должен быть в суде. Он же там едва ли не основной свидетель. Он должен быть в суде. Мало того, я читал его показания, которые он давал на предварительном следствии, и они отличаются кардинально от того, что он говорил в интервью на следующий день, точнее даже вечером того же дня
в эфире телеканала. Но вы готовы, если он придет, задать ему вопросы? Но у меня есть уже опыт допроса главаря ЛНР Плотницкого. Да, поэтому, скажу так, порвем как тузик грелку. Но он не придет, значит. Если он заявлен в качестве свидетеля, он придет. Но есть нюанс. Так же, как и Плотницкий, он может заявить о том, что есть некая угроза жизни и так далее, и процесс тогда закроют. То есть, Угроза жизни Аксенову в Крыму. помещении суда? Слушайте, Поклонская, когда присутствует на судебных заседаниях, ее охраняют 4 мордоворота из ФСБ. От кого? Непонятно. Видимо, от благодарных сограждан. Ну, видимо, она же придумала крымско-татарских террористов. Вот. Видимо, от них, от этих Видимо, виртуальных террористов идет Да, охрана. там меры безопасности беспрецедентные. Там приходится проходить 3 блокпоста с полным досмотром, чтобы зайти в зал Очень суда. интересно. Вот, и как раз интересные детали, потому что новости-то мы все знаем, тем более крымские татары следят же за этим процессом и так далее. Что еще тебя, скажем так, удивило или что-то отметил для себя по этому процессу? Но для меня было показательно, что когда Поклонская зачитывала обвинение, да, был отчетливо виден тремор ее рук. То есть она вот держала бумажку, и у нее руки вот так вот тряслись. Она, безусловно, как юрист, да, понимает степень ответственности за те действия, которые она совершает. И я убежден, что у нее есть понимание, что и Путин, и Россия в Крыму не навсегда. Есть понимание. Они на подсознательном уровне это чувствуют. Знаете, как животные, интуитивно. И они этого очень сильно боятся. Поэтому, как бы они сейчас ни хорохорились, что бы они сейчас ни говорили, всегда есть такая задняя мысль, а вдруг? Вот. Я думаю, что как раз это и заставляет их делать более жесткие заявления, более жесткие шаги, ну, помимо тех разнарядок, которые спускаются сверху. Речь шла недавно из уст Рифата Чубарова, главы Меджлиса, о формировании некого списка Чайгоза. Ну, грубо говоря, списка людей, причастных к его будущей посадке. И других людей, там, Али Асанов, Мустафа Дегримеджи и так далее, ну, по делу 26 числа. Насколько это реально, как это можно сделать и кто может туда попасть? Ну, вот буквально вчера на встрече с президентом мы говорили о списке Савченко. Угу. В него попали очень много людей, начиная от самых низовых, да, и заканчивая достаточно высокими должностями. Что это такое? Это санкционный список. Ну, подробнее, если можно. Вот откуда сверху донизу, какие границы, кто самые высшие чиновники, Ну, кто... на текущий момент вплоть до замминистра иностранных дел, который выносил по делу Савченко соответствующее решение для следствия, что она не обладает иммунитетом делегата ПАСЕ. Что является неправдой. Да, мало того, в Украине на этого замминистра по фамилии Титов уже возбуждено дело. Это высокий уровень на самом деле. Безусловно. Что касается дела 26 февраля, то я, безусловно, считаю, что это позитивно. Необходимо составлять такие списки всех тех людей. Их же преследуют не за то, что они есть, да, а за то, что они совершают конкретные действия. Они будут знать за что. То есть там Да. пока мотивировка будет четкая, юридическая. Да. Почему люди попали в этот Именно список? так. Именно так. И я считаю, что и в списке Савченко, и в возможном вот этом списке Ахтема Чайгоза должны санкции распространяться не только непосредственно на исполнителей, но и на членов семьи. Ну, а вот переписала там условная Поклонская на своего мужа там, или ребенка какое-то имущество за рубежом. И что, выходит из списка можно жить как дальше? Нет. Поэтому я считаю, что относиться к этому надо очень внимательно, очень серьезно и понимать, что без поддержки Запада вряд ли что-то получится. У Украины нет достаточно своих ресурсов, чтобы воевать с Россией. Да, и даже не о войне идет речь. В данном случае имеешь в виду юридическое давление. Да, да. Я воевать в кавычках, естественно. Да. Вообще проблему крымских татар необходимо через рупор Украины транслировать на Запад. Это единственная возможность оказания давления из внешнего контура на российскую власть. Вы говорили об этом с президентом Украины, о том, что как стоит защищать на внешнем уровне Савченко и Чайгоза и прочее. Но, к сожалению, я не могу распространяться, прежде всего, чтобы не навредить ни Надежде Викторовне, ни Ахтему Зейтулаевичу. О предмете нашего разговора могу сказать, что на встрече с президентом Порошенко я поднимал вопрос Крыма. Мы будем надеяться, что какая-то стратегия будет выработана, потому что понятно, что из того, что мы говорим, суд-то инсценировочный, и понятно, что давление на такой суд оказывается не в суде, конечно. Нет, конечно. Давление надо оказывать на центр принятия решений, а он в Кремле.
А каким образом, на твой взгляд, связано ли или нет дело Меджлиса, вот это о запрете Меджлиса, с делом Чийгоза? И будут ли они увязаны друг с другом в плане того, что будут ли отягощены репрессии в отношении Чийгоза? Или да, просто представил себе, что если Меджлис признает экстремистской организацией, добавится ли обвинение это лично этим людям в процессе по 26 числу? Ну, я скажу так, я вижу прямую связь между делом 26 февраля и его внезапной приостановкой, когда это не То есть предвещало. эта пауза, она была вызвана тем, что появилась идея запретить Меджлис, и Именно уже... так. Ага, Именно продолжай, дальше не буду мешать. Интересно. Все очень просто. Они признают Меджлис экстремистской организацией. Ну, в том, что это произойдет, ни у кого нет сомнений. Да? И далее, в принципе, любой человек, который имел хоть какое-то отношение к Меджлису, к его членам, к организации работы, становится, по сути, экстремистом. Потенциальным экстремистом, которого можно выдернуть, можно навесить на него какое-то уголовное дело. И я усматриваю, что в тех условиях, в которых создавалось дело 26 февраля, да, там массовые беспорядки, это все детский лепет. Они будут усиливать обвинения именно экстремизмом, организацией экстремистского сообщества, привязывать это все к блокаде Крыма. Да, то есть это будет такой большой комплекс. То есть они блокаду привяжут к Меджлису, к Меджлису привяжут к Чийгозу, и это будет такое... то есть из дела о массовых беспорядках, причем непонятных и недоказанных, это будет такой как бы террористический заговор с участием лидеров Меджлиса. Именно так. То есть они пытаются представить целый народ преступниками. А мировая история никогда не прощала вот такого подхода. Интересный будет процесс. И интересно, почему, почему, собственно, и тот, и другой суд приостановлены. И по Чийгозу с ребятами, и по Меджлису. Они не хотят накладывать это на Савченко? Или как вообще это будет? Видимо, еще перенесут в суд? Но что касается процесса по делу Меджлиса, я им не занимаюсь, да, я могу только следить. Адвокат Темишев занимается. Да, мой коллега в деле Чийгоза, кстати, 26 февраля. Я могу следить только по разговорам с коллегами и каким-то внешним источникам. Они же собрали там огромный 630-страничный документ, наполненный, по сути, газетными вырезками. Вот. И для того, чтобы адвокатам просто разобраться, что это за бред, требуется время. 3 дня же дали, да, перед первым судом? Да, дали 3 дня, этого оказалось недостаточно, попросили еще, поэтому я здесь не усматриваю, что вот это прям вот непосредственная взаимосвязь. Потому что суд по делу Ахтема Чийгоза, он же уже приостановлен. Сейчас идет вот эти вот суды, это всего лишь обсуждение жалобы прокурора и так далее. Если они вернут в предварительное расследование, они могут еще год расследовать. За это время можно сделать все, что угодно. Я понял, я встречался с такими делами в своей журналистской практике. То есть возвращают на доследование, и цикл запускается как бы снова, там запущен снова цикл? Да. Но пока не запущен, пока все находится на стадии возвращения дела в прокуратуру, да? Но в конечном счете, а что им мешает? Ну, кто их остановит на текущий момент? Вот. Поэтому Ахтем отсидел уже больше года в тюрьме, и остальные ребята тоже. И ничего им не мешает еще взять и год запустить еще. Все-таки они надеются их сломать, надеются получить показания друг на друга или что? Именно так. Они уже сделали преюдицию, то есть было вынесено несколько приговоров по делу 26 февраля. Ну, по административным делам, да? Там, по уголовным. По уголовным, но с наказанием, не связанным с лишением свободы. Не связанным с лишением свободы, но этими делами они установили преюдицию. То есть тот факт, что массовые беспорядки были. Да, приговор нашему оператору АТР Эскендеру Небиеву, там еще несколько. Именно так. Да. Здесь они перекидывают опыт болотного дела. Да, у них достаточно большого. Кстати, надо сказать, что болотное дело до сих пор продолжается. Прошло 4 года, они все новых и новых людей добирают. Да, поэтому я думаю, что интенсивно передается этот опыт из Москвы в Крым. И синергизирование вот этих двух дел и о признании Меджлиса экстремистской организации, дело 26 февраля, приведет к такому не одному массовому процессу, да, а это будет разбитый, растянутый во времени ряд процессов, объединенных одной конвой. И, наконец, последний вопрос. Как ты считаешь, как практикующий юрист, как адвокат, который сталкивается с российской системой судебной, создаст ли дело Меджлиса так называемые предпосылки для массовых репрессий и воспользуется ли российская власть этой возможностью? Ну, я убежден и я надеюсь, что массовые репрессии в нашем современном мире невозможны. Это было бы слишком.
Вместе с тем применяются точечные репрессии. Путин не закатывает там 100 тысяч человек в теплушки, не А отправляет это сейчас и не в Сибирь. требуется. Достаточно обозначить границы дозволенного из страха. Конечно. Поэтому он выбирает самых непримиримых, он выбирает самых пассионарных и пытается либо их выдавить за пределы, да, Крыма, то есть, по сути, изгнать с родины, либо посадить, либо уничтожить. Да. Мы не будем скрывать, что совершено ряд убийств. Но Ришата Аметова сегодня вспоминали в Киеве на Именно Софийской так. площади. Именно так. И запугать остальных до такой степени, чтобы они просто боялись выходить из домов. Вот. Я думаю, что поставлена задача такая в рамках вот усмирения Крыма. Ты в последнее время много общаешься с крымскими татарами. Какое у тебя ощущение от нашего народа? Прекрасные люди. Я очень искренне жалею, что у меня не было возможности общаться с ними раньше. Что делать этим прекрасным людям в таких условиях сейчас? Я считаю, что необходимо продолжать борьбу. Надо все-таки вытерпеть это. Да, я понимаю, что история народа очень трагична. И 20 век оставил глубокие раны, но Путин не навсегда, это надо помнить. И рано или поздно Крым будет свободный, и крымские татары смогут счастливо жить в своем доме. Спасибо, Николай, за то, что ты пришел к нам в эфир. Я уверен, что зрители АТР были очень внимательны, и это очень действительно интересные нюансы, о которых Коля нам рассказал. Пожелаю от имени вас, телезрители, Николаю и его коллегам удачи, во-первых, в деле Савченко, ну и, конечно, в деле наших узников. В общем-то, на вас большая надежда, и все крымские татары жмут вам руку, и сейчас я сделаю это сам. Спасибо, и передайте Айдар. вашим коллегам. Спасибо. Я сделаю все, что от меня зависит. Спасибо вам, Коля. Спасибо.